у природы нет плохой погоды. Каждая погода — благодать. Дождь ли снег, любое время года надо благодарно принимать. Как бы не хотелось нам радоваться любым проявлениям погоды, все же лучше мы себя чувствуем, когда на улице светит солнце, а ветер не клонит к земле деревья. Для метеозависимых людей это вообще является необходимым условием для нормального существования, а для работников опасных профессий, например, пилотов, важным фактором для исполнения своих обязанностей. Естественно, в таких случаях нужно знать о погоде заранее. Здесь на выручку приходит наука метеорология, к которой многие относятся скептически, однако все без исключения пользуются ее плодами – прогнозом погоды. Им мы интересуемся буквально каждый день, хотя бы просто для того, чтобы знать, надевать ли нам резиновые сапоги или валенки. В Тверском гидрометцентре предсказывают погоду ежедневно, и начинается их работа с метеостанций, где собирается первичная информация. Температура и влажность воздуха, скорость и направление ветра, атмосферное давление и прочие параметры. Еще 5 лет назад все эти показатели получали вручную, используя различные приборы. С недавних пор тверские метеорологи стали использовать АМК – автоматический метеорологический комплекс. Он представляет собой небольшой прибор, данные из которого выводятся на компьютерный монитор. Конечно, аппарат сделал работу наблюдателей намного проще, но при этом добавил ответственности. По словам начальника Тверской метеостанции Елены Демидовой, прибор может давать погрешности. Поэтому крайне важно, чтобы наблюдатель вовремя их выявлял и изменял. В этих случаях обращается к старым добрым термометрам, барометрам и аниморумбометрам, измеряющим скорость и направление ветра. Выручают они и когда по каким-либо причинам АМК перестает работать. У нас один раз гроза ударила прямо в мачту АМК. Он перестал на время работать, мы стали работать с потабельным прибором, но установили, он как бы может самоустанавливаться. Он восполнил свои данные буквально через несколько часов. Однако этих нескольких часов хватило бы для возникновения чрезвычайных ситуаций, если бы метеорологи не смогли передать данные о погоде. Ведь от их деятельности зависит работа других служб. Так тверские наблюдатели передают всю необходимую информацию в диспетчерскую аэропорта Змеево. Если погода плохая, то есть низкая облачность, плохая видимость, какие-то сильные осадки, явления, гололедные изморози, мы обязаны прослеживать это постоянно и давать эту информацию нашим диспетчерам. Они, соответственно, бортам. Без нас не произойдет ни одного вылета, ни одного прилета и так далее. Еще одной особенностью Тверской метеостанции является измерение осадков на кислотность. Для этого раз в сутки наблюдатели используют особый прибор pH-метр, благодаря которому можно выяснить, что выпадает из атмосферы на территории города. Все данные передаются в химическую лабораторию, а также в главную геофизическую обсерваторию имени Воейкова в Санкт-Петербурге. Однако, по словам Елены Демидовой, за 3 года измерения на территории Твери каких-либо опасных выпадений зафиксировано не было. Эту деятельность метеорологи считают дополнительной, а вот основной все-таки передачу данных для составления прогноза погоды в закодированном виде. Набор цифр, непонятный для простого обывателя, между тем могут распознать все метеорологи мира. Все данные с метеорологических станций поступают в единый центр сбора информации, который находится в Москве, в Гидрометцентре России. Там он обрабатывается компьютерными технологиями, и потом машины рисуют нам вот такие вот карты, синоптические, как мы их называем. Эти карты по каналам связи поступают дежурному синоптику, который их обрабатывает и анализирует. В том числе метеорологи получают расчетные методы и прогностические карты. И вот анализируя весь этот огромный, надо вам сказать, объем информации, в результате выходит как бы такая небольшая 5 строчек информации. Это прогноз погоды. И так изо дня в день. Например, изучив сегодняшние синоптические карты, Татьяна Зимина сообщила, что погода бьет температурные рекорды. По ее словам, в ближайшие дни она коренным образом не изменится и до конца недели будет слякотной. Не будет и настоящих крещенских морозов. Очередная волна с теплым воздухом, с осадком в виде мокрого снега и, возможно, с дождем. Юлия Ильичева, Максим Андреев, РЕН-ТВ «Пилот».